Жители марийских деревень в нашей республике – это бывшие переселенцы с берегов Волги. Массовые переселения начались во время распада Казанского ханства. Так и появилось село Бахтыбаево на вотчинных землях башкир. Прямо в центре села Бахтыбаево Бирского района растет огромный дуб в 3 обхвата. Уникальному памятнику природы более 280 лет. Он стоял еще до основания этой деревни. Существует легенда о том, что однажды его хотели даже спилить. Но как только люди прикоснулись к коре пилой, могучий дуб вдруг застонал. Жители по сей день свято верят, если на 2-3 минуты приложить ладони к нему, то можно почувствовать прилив бодрости и энергии. Бахтыбаево, она основана жителем, он назывался Бектыбаем или Биктубай по-русски, и вот отсюда произошло название Бахтыбаево. А самоназвание, марийское самоназвание нашей деревни – это Кужнур, Ял. Кужнур, если перевести на русский язык, означает «длинная поляна». Этот удивительный народ, хотя и живет вдали от исторической родины, смог сохранить язык, культуру и традиции. Силами местных жителей создали краеведческий музей народов Мари. Экспонаты собирали все деревни, а идейный вдохновитель Наталья Мишенькина отдала музею все наследие, которое ей досталось от матери. Это старинное марийское подвенечное платье, кафтаны, украшения. Когда я была маленькая, я любила у мамы смотреть сундук. Она открывала ее по праздникам, а в сундуке лежало столько красивых вещей. Я этому очень радовалась. Из того, что у мамы, когда выходила замуж, она одевала наряды тканые. Тканые полотенца она готовила для жениха. Оно 3-метровое, и надо было надевать на шею и, обернув, завязать на бок. Это самое длинное, и это мамина, которую она вешала на папу. А сама одевала такой белый наряд. А еще говорят, что Бахтыбаево – кузница талантов. В этой деревне родилось много известных людей. Один из них – народный умелец, народный мастер Михаил Павлович Кутлусатов. Он является членом гильдии ремесленников нашей республики, обладатель грантов президента России и главы Башкортостана. С 1993 года я занимаюсь изготовлением марийских национальных музыкальных инструментов. Будучи директором школы, для учащихся понадобился музыкальный инструмент национальный, истинно национальный, исконно национальный музыкальный инструмент барабан. И мы с 7-классником сделали первый наш барабан. Он очень простенький. 260 музыкальных инструментов изготовил у себя в мастерской Михаил Павлович. Его барабаны звучат в номерах ведущих ансамблей нашей республики. Также заказы на бахтыбаевские барабаны постоянно поступают из Удмуртии, Марий Эл, Финляндии, Эстонии и даже Америки. В деревне Бахтыбаево живут талантливые и предприимчивые люди. Когда впервые меня направили в эту деревню преподавателем башкирского языка, то я растерялась немного. Оказалось, что зря. Жители встретили меня очень тепло. Ученики изучали предмет с любовью. Я еще больше стала уважать их. Башкирская пословица «в единстве сила» очень подходит образу жизни жителей этой деревни. Восхищает сплоченность жителей деревни Бахтыбаево. Если возникают какие-либо вопросы, они реагируют мгновенно и стараются все решить сообща. По программе поддержки местных инициатив и силами жителей села было облагорожено озеро, где они любят проводить свободное время. Большое спасибо населению села Бахтыбаево за то, что они такие есть, красивые, благородные, стремящиеся помочь всегда друг другу, соседу, селу. В Бахтыбаево, что не подворье, то произведение искусства. В усадьбе члена Союза художников России Ефрема Калимьянова целая выставка скульптур из дерева. Он каждый год принимает участие в различных конкурсах и занимает призовые места. Деревня Бахтыбаево Бирского района расположена в красивом уголке нашей республики, на берегу реки Белой. Здесь живут трудолюбивые, сплоченные люди. Они успевают и потрудиться, и погулять на массовых народных мероприятиях, и принять участие в республиканском конкурсе «Красивое село». Радиля Рахметова, Айдар Шарипов, Бирский район.